Дорогие друзья, мы продолжаем ежегодно конкурс «Лучший урок письма». Объединяет более 100 тысяч школьников из всех регионов нашей страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях проводятся открытые уроки письма, на которых учащиеся знакомятся с историей и традициями эпистолярного жанра. И учат культуре письма. И сегодня более подробно о конкурсе мы говорим с нашей гостьей. Это главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи Мария Горохова. Маша, доброе утро. Доброе утро. Расскажи нам, что это за конкурс более подробно. Может быть, кто-то совсем еще не в курсе, да? Я нет. Этот конкурс в этом году уже проводится 17-й раз. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший урок письма» проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, ну и основными организаторами выступает Управление почтовой связи. Так. Ну, на кого направлен, да, конкурс? Да, Для кого он в первую очередь? Конкурс в первую очередь направлен для учащихся средних школ, колледжей, также для преподавателей вузов, школ. Они могут тоже участвовать именно в разработке методик проведения урока школьного или для колледжа, допустим. То есть преподаватели могут предоставлять какие-то уже готовые свои работы? Да, на по конкурсным темам, получается, они готовят именно открытый урок, расписывают ход, методику проведения данного урока, чтобы, возможно, в дальнейшем иметь возможность использовать их методику для проведения внешкольных занятий по России. Отличная возможность для преподавателей. А что касается учащихся, с чем они могут? Они, получается, пишут сочинения по представленным темам, тем всего 10. Допустим, тема «Мой любимый литературный герой» проводится при поддержке МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Также есть тема если бы я был президентом банка, в первую очередь, какую услугу бы я предложила, это проводится при поддержке почты банка. Есть еще «Из глубин веков», это проводится при поддержке Союза писателей. А кто будет оценивать? Оценивать будет здесь, создается комиссия и оцениваются работы уже сначала в региональном этапе, и потом лучшие работы будут направлены именно на всероссийский конкурс. Потом отобранные, они издаются в сборнике. Уже вот в течение 16 лет проведения данного конкурса издано в тираже 36 тысяч уже порядка 16 сборников. Но если вот 16 раз уже проводился конкурс, сколько из них раз принимает участие Якутия? Ну, Якутия принимает участие, скорее всего, не каждый год, а порядка где-то 10 раз, 10-й раз принимает участие. И таких, насколько я знаю, места особо не занимали, но очень надеемся, что в этом году успех люди будут активно принимать участие. И как бы надо всего лишь предоставить заявку, отправить в формате письма с пометкой «Конкурс «Лучшее письмо» на адрес улицы Дзержинского, 4 по нашему индексу, получается. И это нужно сделать до 30 июня этого года. Итоги будут подводиться 9 октября. Это Международный день почты. Но, естественно, региональный этап мы тоже здесь оцениваем. Будут призы, в том числе и для методических разработок, но и для школьных сочинений. То есть 3 места, то есть 6 мест получается, да? А саму заявку где можно взять, скачать? Вот бланк или... Нет, бланка такого нет, просто сами мы, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия должно уже было разослать по своим каналам положение данного конкурса, и, получается, учителя по адресу просто отсылают совместно со своими учащимися и отмечают лучший конкурс, лучшее письмо.
Ага, с пометкой Да, с обязательно. пометкой Хэштег обязательно. «Хочу участвовать». Ну а на сегодняшний день уже есть какое-то Конкурс, количество заявок? да, начинается с 28 февраля, вот поэтому хотелось бы, чтобы побольше людей участвовало. Это прекрасная возможность проявить себя. Конечно. Да, цель именно возродить традиции, российские традиции эпистолярного жанра. Также это прекрасная возможность учителям как-то объявить о себе. Ну вот мы, простые, рядовые, так сказать, жители республики, можем принять участие, написать сочинение. Я его лет 16, наверное, не писал, как закончил школу, так и не писал. Это ориентировано именно для Конкурс учащихся. направлен Да. именно на учащихся Да. образовательных учреждений, Дима. Ну, Что ж, уважаемые телезрители, успевайте подать заявки до, какого вы сказали, до 30 июня? До 30 июня там по одной номинации нужно отдать заявку до 1 апреля. А участвовать можно только в одной номинации, да? Или Я- сразу в нет, нескольких имеется Нет, возможность? есть возможность участвовать в нескольких Здорово. номинациях. а вся Здорово. информация где находится? Вся информация, мы конкурс проводим при поддержке детского издательства «Кескель». Наше положение будет опубликовано в газете «Юность Севера», и, получается, положение уже разослали по образовательным каналам. Что ж, Мария, огромное спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Удачного дня, плодотворной работы. Призываем всех присоединиться обязательно к конкурсу. Прощаемся с вами до завтра.